Это помещение в большом гостеприимном доме Виталия Седакова напоминает музей старинных предметов национального быта. Кажется, что стены здесь хранят не просто вещи, а целые эпохи, вытканные из воспоминаний, традиций и незримой связи с предками. В каждом предмете, будь то камень из фамильной башни Мамисонского ущелья, надочажная цепь или кольчуга, застыли моменты человеческой жизни, которые, словно нити, соединяют прошлое с настоящим. Самое для меня, скажем так, ценное – это наша надочажная цепь. Я лишний раз даже стараюсь не трогать. Когда я своего отца спрашивал, сколько ему лет, он даже говорил, не знаю, говорит, сколько ему лет. Рога видели когда-нибудь трехрогого барана? Меч. Это в комплекте с кольчугами у нас будет идти. Над этой кольчугой тоже сколько уже? Больше полугода работаем. У меня не было мужского манекена. И пришлось из женского делать. Это волосы Яка. Я ему сам их приклеивал. Но так как у Асти не принято с непокрытой головой, временно, пока мы делаем шлем, он будет в этой шапке ходить. Это вот старый нож. Я не знаю, сколько ему лет. Очень своеобразный такой. Интересный нож. Тоже будет с ним. Мне подарили рапиру. Она была просто без ничего. И я вот это все уже ножные, рукоятку сам сделал. Рапира настоящая. Вот тоже. Это будет женская кольчуга, облегченная. Очень интересная тема тоже. Тут очень много надо будет. Женщины же всегда любили выглядеть красиво, поэтому много элементов будет, таких украшений. Но только изучаем, какие были, что было. Вот это у нас хвост Яка. Если спросят, спрашивают, для чего? Не знаю, просто мне понравилось, красиво. Сделал рукоятку к нему. У каждой вещи здесь своя история, уникальная и значимая. Эти предметы таят в себе отголоски старинных праздников, воспоминания о тяжелых трудовых буднях и военных походах. Немалую часть коллекции хозяин дома собрал и отреставрировал сам. Вот эти латы, они европейского типа, поэтому я перестал их делать, не стал доканчивать. Не знаю, не мое это, не лежит душа, скажем так. Они как бы массивные. Как этот броненосец, или как он называется, этот маленький такой зверек, на него похоже. Мне нравится ездить, в горах есть, уже, к сожалению, мало заселенные села. Находишь там подковы, стремена, удила. Вот этот рог, вы знаете, он мне попался, я не стал его ничего с ним делать. Посмотрите, вот здесь цифра есть. Вот здесь цифра, я вам сейчас скажу. 3572 выжженная. Это какие стада были, если у этой коровы 3000 номер. Понимаете? Это какие были раньше стада. А это материал под пивные чаши. Они здесь сохнут. Я их под опеку Хазмаржа оставил. Он у меня всегда трезвый. Я ему сделал эту арбу, чтобы ему не скучно. Мы были в Аллакоме. Наша, она с Аллакома, с Камунта. И мы были в Камунта. Зашли в дом ее прадеда, уже такой полувалившийся. И жена моего друга, она говорит, посмотри, говорит, что там. А там в углу что-то лежало. Я посмотрел, гармошка. Так оставлять нельзя. Я залез туда, говорят, сейчас обвалится. Я говорю, ничего страшного. Я ее вытащил. Сейчас договариваюсь, чтобы ее восстановили, потому что, вы знаете, даже посмотрите сюда. Сейчас же одевают наплечные ремни, а здесь специально для пальца. Одевали палец и так играли. И играет. Надо его отреставрировать просто. А этот утюг
Мне подарила старшая сестра моего отца. Она им пользовалась. Были такие времена. Виталий Седаков не просто коллекционирует вещи. Многие предметы для своего музея он создал собственными руками. Выковывал их из металла, вырезал из липы, бука и ольхи. Строитель по специальности, долгое время работавший на гофрофабрике, увлекся резьбой по дереву 8 лет назад. Со временем это переросло в любимое дело, став источником вдохновения и самовыражения. Работал на гофрофабрике, начальником цеха много лет. По семейным обстоятельствам пришлось уйти, и в какое-то время вообще был без работы. И попался в руки мне топор. Он старый такой, ржавый топор, и напоминал боевой старый. Я из него попробовал сделать, получилось. Другу понравилось, я ему подарил. И вот, наверное, с этого и пошло. Захотелось что-то еще сделать, еще что-то сделать. Рог нашел, тоже начал его сначала вручную чистить. Но потом подсказали Роберт Кабисов. Я к нему приехал. Я говорю, хочу научиться. Он рога делает. Он с 84 года их делает. Наверное, вот с этого и началось. А основное, с чего началось, я сделал подставку под рога. И старшая дочь, она сейчас в Питере живет. Она тогда здесь училась. Попросила, мне, говорит, подари. Я говорю, пожалуйста, пусть твое будет. Через неделю, даже чуть меньше, она приходит на стол, деньги. А вот это тебе? Я говорю, это что? Она, оказывается, где-то его предложила, и они его продали. И вот, говорит, тебе на инструменты хотя бы, говорит. Я говорю, Марина, мне, слава богу, в инструментах не нуждаюсь, но это зачем? А почему бы, говорит, нет? Мастер считает, что унаследовал свой талант от деда. Тяга к творчеству всегда присутствовала в их семье, передаваясь из поколения в поколение. Есть книга «Остинские орнаменты». Там брат и сестра Андеевы. В 1963 году они ездили по Осетии, собирали вот эти вот все материалы и выпустили книгу. И там она их и о тех, кто деревом занимается, и кто шитьем, вот главами так вот было. И там были несколько страниц резьба по камню. Мне было интересно. И я читаю, и там внизу показан памятник, где резьба. И там внизу работа мастера Седакова Саламгири, селение Заманкул. Это мой дед. Я не знал, что он этим занимался когда-то. В мастерской каждый день горит свет, а шум работающих инструментов стал для соседей уже привычным звуковым фоном. Виталий Седаков берет лишь тот материал, который природе уже не нужен. Не использовать живые деревья – главное правило, которое резчик не нарушает никогда. Он верит, что даже сучковатые и изъеденные насекомыми материалы способны стать произведениями искусства. Дерево – это тепло, оно что-то вот такое вот, оно живое. Даже вот просто запах дерева настроение улучшает, так скажем. Потому что человек, что дерево, что я не различаю. И то живое, и это живое. Всевышний дал им возможность жить. Иногда дерево даже больше приносит пользы, чем человек, к сожалению. Когда я вижу дерево, оно уже видно бывает, что с него вот получится. Ёкает что-то внутри, вот оно, и ты вот берешь, приносишь и начинаешь делать. Я с живыми деревьями не работаю. Какая разница, что человеку палец отрезать, что дерево сучок отрезать. Здесь кровь пойдет, и там сок пойдет. Это такое же живое существо. Нельзя так. Когда оно умирает для природы, если тебе Всевышний дал возможность, оживи его для людей в каком-нибудь изделии, в чем-то, продли это все. За материалом мастер выезжает в горы, а его любимые места – русла рек. Здесь, среди камней и бурного потока, дерево обретает замысловатые формы, которые создает сама природа. Вода, словно художник, вырезает и шлифует древесину. Многим нравятся там скалы, многим нравятся альпийские наши луга красивые. Мне почему-то нравится русло рек. Я люблю по ним ходить прям вот.
вверх, потому что там есть небольшие островки, места, где даже, может быть, из-под ледников вода приносит вот эти вот все деревья, которые снесло там. При желании можно туда добраться, но даже если ты там найдешь, проблематично будет все это спускать. А вода тебе помогает, она тебе вот принесла, просто ты вот идешь и подбираешь то, что тебе природа дает, Всевышний дает. И вот идешь по тому же руслу, видишь вот коряга, но это не коряга, там, допустим, голова лося или там змей ползет. Надо просто, не знаю, увидеть это. Я не могу это объяснить, это как-то вот изнутри. Вот Всевышний дал. Когда в голове созревает образ будущего изделия, остается лишь воспроизвести его в дереве. Но пока не почувствуешь, каким может быть конечный результат, лучше не начинать. Отсутствие четкого понимания может привести к неудаче. Для каждого изделия свое время. Мне нравится процесс создания, когда то, что ты видишь здесь, и у тебя вот здесь, и то, что у тебя из-под рук выходит, они вот совпадают, то, что тебе удалось именно, вот мне это нравится. А если, допустим, что-то отличается, я стараюсь разобрать, убрать в сторону и через какое-то время снова приступить. Еще мой отец мне говорил, нельзя идти вперед с завязанными глазами. Если ты не видишь конечного результата, то не стоит начинать, ты просто все испортишь. Подожди, отложи, он сам себя покажет, что из него может получиться. Оно придет. Любую идею можно воплотить в дереве с одним условием. В первую очередь ты должен понимать, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь, скажем так, для того, чтобы продать и заработать, я не считаю, что ты воплотил что-то. Если ты делаешь то, что ты, допустим, года 2-3, месяц, не имеет значения какое время, но ты к этому идешь, тебе хочется сделать, и ты воплотил. И вот это я считаю воплощением. А работать ради того, чтобы заработать, не знаю. Трудиться лишь ради заработка – неправильный подход, особенно когда речь идет о создании предметов быта аланского наследия, считает Виталий Седаков. Каждая деталь заключает в себе историю, традиции и культурное наследие. И если автор не чувствует этого, его работа лишается глубины и смысла. Одним из самых амбициозных проектов мастера стал трон, украшенный медвежьей шкурой и холодным оружием. Работал он над ним почти 2 года. Но некоторые идеи воплощаются намного быстрее, а порой не обходится и без забавных ситуаций. Мне всегда нравились все старинное, все мечи, топоры, кольчуги. Я стараюсь их сделать так, чтобы они были максимально приближенные. И прежде чем, допустим, показать, я стараюсь сам их испробовать. Вот ради примера. Сделал лук, к нему стрелы. Вот это первые стрелы, которые я опробовал, но они не выдержали мощности лука, скажем так. Я их оставил Это орех, а это сова. Она была, видимо, на дороге, сбили или что, и мне стало жалко. Я ее убрал в сторону, перья забрал. У меня даже страусиные перья есть. У нас здесь есть ситуация, называется лесной массив, недалеко за Бесланом. Я по реке шел туда, смотрю, у реки, а как раз крапил дождик, на берегу реки что-то непонятное. Я подхожу, страус. Его кто-то выбросил, мертвый страус. Там такие перья. Я беру, жалко, да, и страуса жалко, конечно, и перья жалко. Я беру так их выдергиваю и ухожу с ними. В багажник положил. Еду домой, смотрю, ребята стоят там на углу. Я выхожу с таким серьезным видом. Я говорю, жалко, ружья не взял с собой. Я говорю, там страус, еле-еле подкрался к нему. Только он, говорю, у меня сорвался. И они меня все, страус, ты еще скажи носорог. Я багажник открываю, достаю перья. Я говорю, страус, понимаете, говорю. Они еще так немного в грязи, и все. Положил их, поехал. Проходит часа 3 под вечер, стучат, открываю. Они все в грязи, ты с ружьями. Ты можешь точно сказать, где ты его видел? Они поехали на него охотиться.
Вещи, наполненные духом времени, рассказывающие о культуре и ценностях народа – это то, чему мастер решил посвятить свою жизнь. Вот, к примеру, стилизованное блюдо, украшенное струнным смычковым инструментом, под аккомпанемент которого старцы-сказители напевали свои истории про легендарных героев. А это резная скамья из массива дерева, на которой Виталий Седаков мечтает проводить свободное время, читая внукам сказки. Каждое изделие – это дань уважения предкам и стремление сохранить традиции. Я как-то сидел и про себя думал, человек не ворона 300 лет жить не будет. Когда-то, может быть, доживет до старости, буду жалеть, что мог и ничего себе не сделал. Не себе, младшим. И тогда сделал вот этот стол фэнг. Он брошированный, так как вот мне нравится. И вместо лавочек сделал вот эти стулья. С каждой стороны будет по 5 стульев. Хиштарбандон, каштарбандон. Вот этот кусок дерева я с костра достал. Он мне понравился. Он догорал. Вот здесь уже было сожженное. И вот что-то подсказало. И вот она, на мой взгляд, похожа на разрушенную, полуразрушенную башню. К сожалению, у нас сейчас таких башен много. Вот это вот стол выносил с леса. Там он полусгнивший был. Поехал, специально взял с собой пилу, отпилил. Вот эти стулья тоже. Вот это тоже сейчас готовится к ним. Третий стул. К ним будет стол артакахонфанг. Тоже останется в доме для младших. Давно-давно хотел сделать пивную чашу. И чтобы это были настоящие рога. Не просто ручки, а рога. Но так как это для нас очень такая вот сакральная вещь, шутить с этим не стоит. Я много спрашивал и у старших. И мне сказали, ничего предосудительного нет, можно. И когда были я хожах на вот дни Ваштерджи, вот это вот был баран для заклания, от него рога. Я их просто сюда приспособил. Обрабатывается снаружи, да, для эстетики, чтобы легче было за ним ухаживать. Ты можешь даже лаком покрыть или чем-нибудь. Но внутри ни в коем случае, тогда он уже не пригоден для того, для чего он создан. Внутри он обрабатывается пчелиным воском. Пчелиный воск, льняное масло. Человек творчески изготавливает не арт-объекты, а функциональные вещи. Каждое утро он уходит в свою небольшую мастерскую, чтобы вырезать из дерева стулья, столы, национальные чаши, блюда для пирогов, часы и зеркала. Податливое дерево в умелых руках обретает удивительные формы. Столом, когда сидят, я считаю, во главе стола это 3 пирога. 3 пирога, потому что это не просто еда. Это мы обращаемся к Всевышнему. Пришла такая идея. Сделал вот на таких ножках. И сейчас, когда вот ставится 3 пирога на них, они как бы во главе всего стола. Над столом, я бы даже так сказал. Ну, 3 рога это как бы... Тут и объяснять, по-моему, уже особо не надо. Многие, когда сидят за столом, особенно в зимнее время, в осеннее время, они, естественно, арака, но чтобы она была теплая как бы. И у старшей дочери возникла идея, почему бы, говорит, не сделать с подогревом. И мы вот решили сделать, и я ее немного обыграл. Вот этот корень, тоже я его привез. И вот смотрите, вот сюда ставится свеча, она зажигается, и пока человек сидит за столе, арака всегда теплая. Виталий Седаков не имеет художественного образования, но это не стало для него препятствием в создании уникальных изделий. В творчестве резчику по дереву часто помогает дочь, которая окончила художественное училище. Она создает эскизы для его работ.
Особое внимание Виталий уделяет орнаменту. Он понимает, что это не просто узор, а язык символов, отражающий культурные и духовные представления народа. Однако многие значения орнаментов до конца неизвестны. Эта неопределенность представляет собой опасность, поскольку искаженные или неверные интерпретации могут привести к утрате подлинного смысла и культурной идентичности. С орнаментами шутить нельзя. Мы не знаем того, что знали наши предки. К сожалению, многое утеряно. Нельзя на ту же чашу наносить орнамент, который наносится на могильной стеле или где-то в другом месте. Я считаю, орнамент – это было посланием. Это не просто кто-то что-то придумал, а, скорее всего, это было посланием. Это что-то означает, но, к сожалению, мы значения не знаем. А если ты не знаешь значения, зачем рисковать, зачем делать то, что ты не знаешь? Виталий Седаков работает не только с деревом, но и с металлом. В его коллекции луки со стрелами, кинжалы, копья, топоры, мечи, шлемы и даже кольчуги. Изготовление одной кольчуги требует нескольких месяцев тонкой и кропотливой работы. Виталий изучает фотографии и различные материалы и обращается за советом к опытным мастерам. Плести кольчугу мне хотелось давно, но, скажем так, я сначала изучал, что это такое, смотрел старые фотографии, интернет, там много людей, которые обучают, подсказывают. Я напрямую связывался с людьми, и они мне как бы объясняли. Мне посчастливилось, опять же, когда к Джубе Хитагури приехали с Чечни, они у себя на раскопках нашли захоронение древних воинов. И привезли оттуда кольчугу. И он мне говорит: можешь подъехать? Я подъехал, и он мне показывает на столе вот кольчуга. Вы знаете, чтобы сделать такую кольчугу сейчас, это вот, скажем так, подобие того. Та кольчуга, вот, которую я видел от древнего воина, кольцо оббитое, на каждом кольце вот дырочки, и она заклепана. И представляете, это сколько работы было. И вот тогда они попросили Джубу Хитагури сделать такую же. Ну, он молодец, сделал, все. Сейчас, по-моему, у них в нацмузее там в Чечне она. Еще одно увлечение мастера – оружие. Он бережно восстанавливает старые, потертые от времени клинки, создает для них аутентичное обрамление. Но талант умельца не ограничивается реставрацией. Он также изготавливает новые образцы. Это иногда вот попадается металл хороший. Хочется сделать что-то такое вот. И часто выезжаем с сыном в горы. Это мой нож, как бы. Очень хороший металл, очень. Я очень доволен. Работу выполняет на 5 с плюсом. Это вспомогательный, маленький, с одного и того же металла. Это я сыну сделал. Тоже очень хороший металл. Вспомогательный. Ну и кресало. Это для огня, разводить огонь. На все случаи, в общем. Это вот, я вам показывал женскую кольчугу. Это будет к ней, потому что он облегченный для женщины. Тут тоже бронзовая турья голова, барана голова, вернее. Это оленей рог. Металл тоже хороший. Я не знаю, откуда он, мне его подарили. Я просто убрал лишнее, и получилось, что получилось. Тут тоже вот орех, кожа, кольца. Несмотря на то, что изделия Виталия Седакова приобретают даже за границей, он редко принимает заказы, предпочитая творить по собственному вдохновению. Ценит свободу творчества, которой лишен, когда воплощает чужие задумки. Однако, если он все же соглашается на заказ, то только в том случае, если идея ему близка. Для него важно, чтобы работа приносила удовольствие и была созвучна его внутреннему миру. Я отношусь с большим уважением к персональным заказам.
если человек знает, что он хочет, как бы он. Но я стараюсь не браться за такие заказы. Не потому, что не хочу, не могу. Я боюсь не угадать совсем, как человек хочет. А человек же пришел ко мне, чтобы я помог ему воплотить свое желание. А если я его подведу, это будет неправильно. Самый необычный заказ, это был, когда, опять же, повторюсь, Джубах и Тагури приехали из Чечни, попросили его сделать эту кольчугу. Потом они нашли на раскопках там же боевой топор. Им надо было сделать лук и боевой топор. Он меня попросил, возьми, говорит, это на себя, сделай там. Я взял, ну, интересная, очень интересная работа. И когда ты видишь, вот, что было, вот, и этим же пользовались, на этом топоре чья-то, ну, я извиняюсь, да, вот, жизнь чья-то, как бы, сделал, но они сказали, обязательное условие сохранения всех параметров. Длина, высота, вот это вот все. И лук они тоже попросили, чтобы он был не композитный, то есть цельный лук. Я очень долго искал, из чего они делают. То из этого попробуешь материала, то из черемухи, то из чего-нибудь. И я же говорю, вот простой пример, на методом тыка. И старик мне говорит, есть по-сински фарв называется. Он говорит, попробуй, говорит, фарвдама бавжар. Я говорю, это в смысле, мадам, альха. Я говорю, а почему? Я, говорит, когда маленький был, я, говорит, ненавидел это дерево. Я говорю, почему? Да? Пока оно сырое, оно не горит. А как, говорит, высохнет, ее, говорит, топором, даже гвоздь, говорит, в него не забьешь. Вот такое вот. И вы знаете, попробовал, и получилось. Мастер занимается как небольшими, так и масштабными проектами. И среди них самой значимой стала полная экипировка воина. Работа над ней заняла 2 года, от шлема и кольчуги до мельчайших деталей. Виталий Седаков посвятил много времени изучению материала. Обувь для воина была изготовлена из медвежьей шкуры. В ход пошли также шкуры яка и кабана. Каждый элемент был выбран с учетом исторической точности. У меня в планах есть создать скифо-сарматские доспехи полностью, вот один в один, как они раньше были. Я не уверен, что вот все в один получится, но я стараюсь сейчас, а если вы обратили внимание, там много шкур всяких там, я стараюсь собрать все элементы, из чего были созданы тогда, и сделать. У Виталия Седакова есть ученики, но их немного. Некоторые приходят с желанием освоить это искусство, однако не у всех получается почувствовать материал и по-настоящему увлечься процессом. Работа требует, кроме технического мастерства, еще и внутреннего отклика, без которого невозможно добиться результата. Остаются только самые способные. Сюда тоже приходят, и женщины приходят сюда. Пришла женщина, говорит, что вот ей это нравится, и вот как лучше, что лучше. Я сделал то, что сделали по отношению ко мне. Я посадил, объяснил все, я дал все, что у меня было, материал, дерево, все объяснил. Ну, человек работает потихоньку. Но что мне нравится, она старается до всего дойти сама. Нельзя под чужую руку как бы подстраиваться, вот он мне вот так сказал, я буду вот так вот делать. Ты сам подумай. Он тебе сказал, держи вот так вот резец, а ты подумай по-другому. Может, тебе по-другому удобнее, ты красивее сделаешь. То есть слепо идти за кем-то, ну, это не совсем правильно. И что немаловажно, если ты хочешь этим заняться для того, чтобы просто заработать денег, не надо этим заниматься. Не надо. Много денег ты не заработаешь и время свое потеряешь. Фантазировать, творить и изобретать мастеру помогают близкие. Супруга – надежный партнер в самых смелых проектах. Сын и дочери – верные помощники. Они красят и покрывают лаком готовые изделия, создают эскизы и вырезают небольшие детали. Такой вот семейный подряд, шутит мастер. Работа становится легче и приятнее, когда рядом те, кто разделяет твое видение и стремление. Если бы не мои близкие, я бы этим не занимался, потому что все с первых изделий, которые начались, вот мне
очень сильно понравилась реакция моих близких, моей семьи. Потому что я никогда ничем не занимался, тут я что-то сделал, и они были как-то вот... Это ты сделал? Даже они этому как-то. Я говорю, да. И вот потом еще захотелось что-то сделать, еще порадовать. Ну, а потом что скрывать, когда от этого еще и что-то, польза какая-то для младших идет, для семьи. Как это обычно говорят? Счастлив тот человек, который делает то, что ему нравится, и с этого еще и польза какая-то есть. Резчик по дереву убежден, лучшая работа та, что сделана своими руками. Успех в этом искусстве – понятие растяжимое, но он всегда связан с терпением, трудолюбием, искренней любовью к выбранному делу. Иногда люди даже не подозревают о своих способностях, но каждый человек в чем-то талантлив. Главное – не бояться экспериментов и быть открытым к новым впечатлениям. Время, потраченное на творчество, обязательно принесет плоды.